Сегодня мы поговорим об одном из коренных народов Дагестана – цахуры. Мы выбрали их как самое неожиданное решение. Вы поддержали передачу о лакцах, и мы подумали, что должны снять передачу о менее многочисленном народе и посмотреть на вашу реакцию. Издревле цахуры проживают на стыке Дагестана и Азербайджана. У них имеется свой цахурский язык, который относится к лезгинской семье нахско-дагестанской группы. Их предки, как и предки других народов Дагестана, входили в огромную, многоплеменную, древнюю Кавказскую Албанию. Официальная численность цахур немного разнится, где-то между 25-30 тысячами человек. И они пополовинно разделены между Россией и Азербайджаном. На территории Дагестана цахуры живут в основном в Рутульском районе, а на территории Азербайджана в Кахском и Закатальском районах. Итак, цахуры, они же цахи. Само слово цах происходит от названия главного аула Цахур. В Дагестане множество народностей своими словами называют цахур, а азербайджанцы же называют цахур лезгинами, ну или иногда сахурами. Цахуры, в отличие от некоторых народов Дагестана, действительно относятся к древнейшим народам Кавказа. Они не переселенцы. Самые ранние доказательства этому приходятся на 4000 лет до нашей эры. Они упоминаются в самых древних источниках. По мнению историков, в отличие от сегодняшних времен, многие века назад цахуры занимали огромные земли ближе к Албании и Армении, потому что сегодняшние объекты на этих территориях носят название цахурского происхождения. На самой же территории цахуров имеются христианские памятники истории. Там есть развалины целых крепостей и храмов. Село Цахур упоминается уже в XI веке, а в XIII веке арабский ученый Закария Аль-Казвини писал о Цахуре так. Большой город, густо заселенный, расположенный в 6 переходах от Ганджи. Это главный город страны Лакзан. Холод в нем очень силен. Вода города из реки, называемой Самур. Пища у них состоит из злака, называемого суль. Внешне он похож на ячмень, а качество его – это качество пшеницы. Каждый из них сеет достаточное для него количество зерна и питается этим, и молоком своих овец. Они носят одежду из шерсти этих овец. Нет у них начальника, но есть у них проповедник, который молится с ними согласно учению имама Аль-Шафии. Вообще до 15 века ни один исследователь не пишет, что цахуры, агульцы или лезгины как-либо выделяли себя среди национальностей. То есть у них имеется свой язык, своя культура, но при этом эти народы считают себя жителями одной страны, которая называлась Лакс. А уже в 15 веке появилось цахурское ханство. Во время Кавказской войны цахуры, несмотря на свои постоянные перемещения, сохранили верность имаму Шамилю. И чтобы лишить имама этой поддержки, царские войска переселили цахур в Приалазанскую равнину, а затем полностью уничтожили 15 их селений. Лишь в 1861 году цахурам наконец разрешили вернуться в родные места. В 1875 году цахур было 2430 человек, а в 1895, по сути, всего лишь через 20 лет цахур стало в 2 раза больше – 5149 человек. Что касается цахурского языка, он наиболее близок по своему составу к рутульскому языку, а также в связи с тесными отношениями с Азербайджаном, последние очень сильно повлияли на цахурский язык. В 1930 году был создан цахурский алфавит на основе латиницы, но уже через 8 лет советские власти запретили изучение цахурского языка в школах. Более того, был запрещен любой выпуск книг на цахурском языке. В 1990 году наконец был обновлен статус цахурского языка. Он стал письменным и был полностью обновлен алфавит. А в сегодняшние времена цахурский официально является на территории Республики Дагестан государственным. Ему обучают в школах с 1 класса, а наш братский Азербайджан ввел программу по изучению цахурского языка в школах, то есть сделал его одним из главных на территории страны. С точки зрения религии, цахуры мусульмане суннитского толка. Аль-Казвини писал, что жители города Цахур все шафииты. Среди цахур есть множество ученых, учителей и врачей, которые внесли огромный вклад не только в Дагестан, но и в Азербайджан. Вообще, в сегодняшнем Азербайджане цахуры занимают высокие должности как в науке, так и в образовании. И естественно, как и перед другими малочисленными народами Дагестана, перед цахурами стоят огромные угрозы в плане утери культуры и родного языка. Но отличает цахур именно то, что они борются за свой язык. Они выпускают газеты, снимают передачи на родном языке. Это и есть борьба. Цахуры, вы молодцы. Ассаламу алейкум.